Итак, мы продолжаем, и хотелось бы напомнить, что с 29 июня на предприятия общественного питания, это кафе, рестораны, а также в салоны красоты, спа-салоны, бани, в общем, во всеразличнейшие места массового скопления. Везде, где вам оказывают услуги. Можно будет зайти только если у вас есть справка о вакцинации, либо так называемый медотвод, ну, либо отрицательный ПЦР-тест. Вот как это будет работать, об этом, обо всем поговорим прямо сейчас. Спросим у гостя нашей студии, министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев сегодня вместе с нами. Алексей Николаевич, доброе утро. Доброе. Ну что, вот прям действительно на входе в ресторан, в кафе, ну или в салон красоты, я, например, соберусь, у меня будут спрашивать справку о вакцинации. Да, все верно. Не только справка о вакцинации. Это 3 документа, один из 3, которые вы должны с собой иметь при посещении подобного рода предприятий. Это либо справка о том, что вы вакцинированы, в том числе и первым компонентом, либо отрицательный ПЦР-тест, как вы уже сказали, либо же справка о медотводе. Если у вас есть заболевание, которое не позволяет вам сделать прививку на данный момент, то данную справку можно получить у врача. А кто проверять будут делать? сотрудники учреждений, в которые я направляюсь? Ну, собственно, у нас на сегодня и так есть сотрудники в каждом учреждении, которые проверяют соблюдение санитарных норм, потому что у нас санитарные нормы по ношению масок, по дезинфекции, по температурному контролю, их никто не отменял. Но с 29 числа у нас будут действовать дополнительные нормы, соответственно, те же сотрудники, они будут проверять у посетителей наличие одного из этих 3 документов, ну и в том числе контрольную функцию будут выполнять сотрудники нашего министерства. Вот как вы считаете, вот эти вот учреждения, так называемые, они не пострадают от ну это же ограничения, не все к ним пойдут, соответственно, они могут пострадать, так как они пострадали в первую волну. Но есть опасения, что это вообще будет такой контрольный выстрел в голову бизнесу, который выжил кое-как вот в первую волну, когда все сидели дома, и сейчас им приходится сталкиваться с новыми ограничениями. Ну, конечно же, любые ограничения, они влияют на бизнес, влияют на доходность бизнеса. Но здесь возникает вопрос, что повлияет больше. Сейчас у нас введены определенные меры, причем у нас в пятницу было объявлено, что количество посадочных мест в тех же самых заведениях общепита будет 10, выше которых необходима справка. В понедельник Радий Фаридович распорядился внести изменения в указ о том, чтобы данное количество мест было уже 50. Понятно, что ограничения не влияют, но вопрос, что повлияет больше. Если у нас будет дальше увеличиваться количество заболевших, то, возможно, это потребует и более радикальных мер. Поэтому наша основная задача – это именно предотвратить распространение данного заболевания. Вот наш зритель пишет сообщение в WhatsApp, спрашивает: вход в торговые заведения, предприятия общепита под контролем. А каковы требования к работникам этих предприятий? Ну, смотрите, во-первых, сразу хочу предупредить всех жителей республики, что данные ограничения, они не отражаются на сфере торговли. То есть купить товары, приобрести товары мы можем по-прежнему, соблюдая те ограничительные меры, которые есть у нас на сегодня. Дополнительных ограничений не будет. А то, что касается непосредственно контроля при входе, да, также будут стоять сотрудники данных учреждений, проверять необходимые документы. То есть в магазин за продуктами мы ходим по-прежнему спокойно, с соблюдением вот этих вот всех мер, маска, перчатки. Или перчатки, кстати? Перчатки уже нет. Перчатки только для сотрудников. Можешь показывать свои ноготочки всем подряд. Ой, лето просто жарко, ладно, ради безопасности своей в магазин, в маске. Да, это неудобно. А что касается сроков, есть какая-то информация, до какого числа это продлится? Или сколько по времени нужно? Это все будет зависеть от того, каким образом у нас будет распространяться новая коронавирусная инфекция. Это все будет зависеть от... И здесь как раз наша основная задача – это убедить граждан, что вакцинация – это как раз то средство, которое позволит нам быстро снять все те ограничения, которые сегодня существуют. Чем быстрее мы добьемся именно коллективного иммунитета, тем быстрее мы сможем снять те ограничения, которые существуют. Хорошо. При несоблюдении вышеуказанных требований к учреждениям, что им грозит? Вот юридическим лицам и, собственно, тем физическим лицам, которые прошли по знакомству, ничего не показали и делают себе там процедуры какие-нибудь лежат?
Ну, данное ограничение у нас все-таки относится больше к предприятиям. На сегодня у нас есть статья административного кодекса, которая подразумевает и в том числе штрафы за подобного рода нарушения. Для физических лиц штраф составляет от 1000 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50, и для юридических лиц эта уже сумма составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Ну, сначала, наверное, предупреждение все-таки или сразу штраф? Ну, мы же сегодня предупреждаем о том, что данная мера у нас Мы действует с вас 29 числа. Предупреждаем, дорогие друзья. Ну и важно сказать о том, что в торговых центрах Уфы, или вот вы меня сейчас поправите, в торговых центрах по республике в целом работают пункты вакцинации. Да, все верно. По республике. По республике в целом. Мгм. По республике в А целом. где их найти? Ну, то Ну, есть, торговый центр, где найти, что ты не знаешь? нет, ну где не это? во всех же торговых центрах это происходит. Где найти все вот эти точки вакцинации? Подробная информация о способах, о том, где можно получить вакцину, находится на сайте Министерства здравоохранения. Там можно зайти и получить. Там есть вся исчерпывающая информация об вакцинации. Собственно, важно заметить, отметить, что записываться не нужно, все в порядке живой очереди, но с соблюдением дистанции, хочется повторить. Поэтому, друзья, кстати, а вы вакцинировались уже? Я на той неделе был в командировке, на этой неделе собираюсь вакцинироваться обязательно. Ну, собственно, мы тоже. Мы тоже планировали, да. Подожди, почему мы вздыхаем? Ну, просто потому что титр У нас титр антител, антител, да, да. хочется сказать, что есть и у Вани, и у меня. Но буквально недавно на брифинге, который в том числе транслировался и в эфире Башкирского спутникового телевидения, один из докторов, один из спикеров сказал, что титр антител, высокий или низкий, это не показатель к невакцинации. Поэтому вот мы с тобой точно передумаем. Ты что на меня сейчас так смотришь? Так мне сказали, не нужно вам ничего делать. Да, Титр антител больше 24. либо ходишь и каждые 3 дня сдаешь ПЦР. Вот ты выбирай. На что? Либо вакцинация бесплатно, либо ПЦР каждые 3 дня. Нет, и на за самом день. деле, вот сейчас мы можем шутить сколько угодно, но я за вакцинацию. Я считаю, что все должно быть вот как должно быть. На самом деле вакцинироваться нужно. Вакцинируемся, друзья. Коллективный иммунитет – это то, что сейчас нам нужно в преддверии мероприятий, хороших, классных мероприятий, которые пройдут в Республике Башкортостан, да и вообще во благо нашего с вами здоровья, потому что, ну, знаете, Кстати, страшнее болеть и последствия ковида, это однозначно, 100%. Все доктора, которые были в нашем эфире, они утверждают именно это. Мы им не А самый можем главный не верить. показатель, что они сами все вакцинированы. Для меня это первая такая галочка, что врач, который советует, сам вакцинирован. По поводу мероприятий, которые будут проходить, фольклориада, да, WorldSkills, люди, которые приезжают к нам, у них есть требования такие же, как вот гражданам Республики Башкортостан. Они должны вакцинироваться. К каждому мероприятию у нас есть определенные требования. Эти требования разрабатывает Роспотребнадзор, и они будут неукоснительно соблюдаться. Это то же самое, что, собственно, у нас это либо вакцина, либо противопоказания, либо наличие отрицательного теста ПЦР. Потому что я, вот знаешь, много слышал всяких мнений. Вот, все хорошо, конечно же, но непонятно, что они могут привезти с собой и так далее и тому подобное. Эти Короче люди- говоря, у них есть тоже ряд требований, которые позволяют... им Обязательно. быть И здесь. они будут строго соблюдаться. Спасибо вам огромное. Успокоили. Министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев был сегодня вместе с нами. Алексей Николаевич, вам хорошего дня. Спасибо. Классного вторника. Мы желаем и всем нашим телезрителям. Вы услышали в том числе и наше мнение, и мы искренне надеемся, что вы к нему прислушаетесь. Поэтому идем, вакцинируемся, ничего не боимся и живем прекрасной, свободной жизнью, где у тебя на входе в салон красоты не будут требовать справку. Ну, это же классно. Нет, то есть справку попросят, конечно, но а ты ее такой гордый достаешь из кармана. У меня есть. И пошел спокойно делать свои дела. Что еще нужно? Нужно быть Живем. здоровым. Вот так-то.